Салям алейкум. Я прошу прощения за небольшую задержку, эти небольшие технические неполадки у нас здесь, но скоро все совсем наладится и будет как обычно. Я начинаю прямой эфир программы «Бүгін». Сегодня это пятничный эфир, и следующий «Бүгін» будет уже на следующей неделе. А сегодня хочется не то чтобы подвести черту, но хотя бы сложить какое-то целостное представление о том, к чему приведет крымская платформа, инициированная президентом Владимиром Зеленским, которая вот-вот уже буквально через 3,5 недели откроется в Киеве. Я сразу скажу, что я лично с первого дня поддерживал эту инициативу, потому что напоминать миру именно на регулярной основе о Крыме — это то, что мы обязаны были делать все эти годы. Но системно это все эти годы почему-то сделано не было. Но, наконец, лучше поздно, чем никогда. И, наконец, это решение принято, и едут западные лидеры. Ну, я, в принципе, и раньше знал, что вот вчера только объявили, что президент Польши Анджей Дуда будут лидеры балтийских государств. Будет достаточно высокое представительство, и хотя они приедут там президенты или вице-президенты Соединенных Штатов, но очень такой харизматичный министр приедет, министр транспорта в правительстве Байдена, очень такой антипутинский, нормальный, вменяемый человек, с которым интересно будет познакомиться, в том числе и нашим чиновникам. Заодно, может, и транспорт наладит, нам немножко поможет. Вот. Но для того, чтобы сложить полное представление, это же не эмоции, это не то, что я там хочу и что это будет. Мы должны иметь в виду факты, с чем мы подходим к этой крымской платформе. Именно поэтому я всю неделю, даже 2 недели об этой теме касаюсь с теми или иными гостями, но сегодня мой гость Изет Гданов — это человек, который системно знает крымскую тему. Салям алейкум. Вот, потому что Изет был первым заместителем и исполняющим обязанности представителя президента Украины в Крыму при президентстве Порошенко и какое-то время при президентстве Зеленского. Но потом руководство сменилось. Сейчас Антон Кореневич занимает эту должность. И я хочу вот с его цитаты начать о том, что в повестке международного саммита Крымской платформы важное место займет вопрос защиты прав граждан Украины, незаконно арестованных, приговоренных к тюремным срокам. Об этом заявил как раз Антон Кореневич, нынешний руководитель постпресса. Давайте послушаем цитату и начнем разговор с Изетом. Безумовно, людський вимір і захист прав людини точно будуть в адженді Кримської платформи. Це зрозуміло. Це завжди топ-питання на будь-якому міжнародному майданчику, де б ми не говорили про Крим. Тому це обговорюватимуть за наявності міжнародної підтримки, міжнародного тиску набагато ефективніше працювати з цього треку. Ми постійно спілкуємося з родичами, адвокатами, дружинами політв'язнів. Безумовно, вони всі очікують повернення любих або додому, або туди, де їм буде безпечно. В общем, где-то я и надеялся, что это будет одна из главных тем, поскольку движений в сторону освобождения в последнее время никаких нет. Последний раз это когда Путин обменял людей большое количество, это когда Сенцов был, и Эдем Бекиров, и моряки, и с того поры все. Вот эта тема будет. А какие еще темы, как ты считаешь, вот на твой экспертный взгляд, будут или должны быть ключевыми на этом своеобразном саммите, поскольку это не будет, вчера мой собеседник уточнил, что это не совсем переговоры, это такая дипломатическая площадка дискуссионная. На самом деле то, что будет работать крымская платформа, это очень хорошо. Почему? Потому что в тех условиях, в которых мы сейчас в реалии находимся, удерживать тему Крыма на повестке дня на международном уровне, это, я бы сказал, одна из самых основных задач правительства нынешнего и руководства страны вообще. Поэтому, естественно, это приветствуется. Что касается наших граждан, которые находятся в заключении на территории нашего Крыма или на территории России, куда были незаконно вывезены, тут права их будут восстановлены только лишь тогда, когда будет территория освобождена от русских оккупантов. И безусловно, об этом нужно говорить, но мы же все прекрасно понимаем, что освободив в теории, дай бог им, чтобы быстрее это все произошло и они вернулись домой,
Но освободив, русский оккупант вполне может спокойно еще кого-то захватить. Ну да, тут нужны какие-то системные решения. Конечно, То есть системное решение это только освобождение территории. Я понимаю, но все-таки, если, допустим, будет общая резолюция этой кучи там руководителей из всех разных стран, ну минимум 30, да, с требованием освободить политзаключенных, но это понятно, что Путин из-за этого не скочит и не пойдет освобождать, но все-таки это можно как аргумент использовать там при любых каких-то переговорах с Путиным и говорить, ну давай выпускай заложников, тогда мы будем с тобой разговаривать, ну хотя бы так. Ну, ты в начале передачи сказал в отношении того, что он выпустил достаточно давно часть людей. Может, обмен, да, обмен. Два. Просто у нас не на кого менять уже. У нас уже нет людей, которые... Это всех обменяли, те, которые были еще до того. Вот они были, их обменяли. Те люди, которые интересны были России. Сейчас интересных людей России нет у нас. Поэтому обмена не стоит никакого. И то, что все те захваченные люди, незаконно удерживаемые в тюрьмах, они там находятся. И, естественно, Путин как чекист, он будет держать всегда запас на момент, на случай торговли. Будет это экономическая торговля, будет это обмен на интересных людей, которые каким-то образом окажутся на подконтрольной территории Украины. Ну, это вот его тактика работы. Всегда они будут. Освободив этих, он еще возьмет. Поэтому я считаю, что другого варианта нет, кроме как говорить, в приоритете должно быть именно освобождение и восстановление суверенитета и контроля Украины на территории Крыма. Меня, знаешь, что удивляет? Это же касается мирового сообщества. Вот происходит, допустим, Северный поток-2, да? Очень болезненная тема для Украины. Наши депутаты и президент все говорят, что это ужасно, плохо. Заявления все правильные, вопросов нет. Да? Но если уж все равно этот поток открывается, почему бы, допустим, в переговорах попросить, допустим, американцев тех же или немцев поставить вопрос об освобождении политзаключенных? Потому что, совсем уже подарки делать Путину просто вот так, да? Но это странно, это как-то не отдает никакой последовательной политикой, да? Почему-то тема политзаключенных вообще отошла на 10-й план. Об этом, я уверен, сейчас на улицу выйди. О них, наших политзаключенных, крымских татар, там больше половины других украинских граждан. Да. Никто не вспомнит. Из 100 человек один, может быть, знает об этом. Хотя это такая трагедия сотен семей, тысяч людей. Сотни семей, то количество людей, которые они держат в заложниках, это фактически заложники. Эти семьи страдают, потому что их кормильцы находятся в тюрьмах. И я больше чем уверен, если будет именно нашими международными партнерами поставлен вопрос в противовес запуску Северного потока-2, я думаю, что он отпустит этих людей и возьмет других через время. Либо поэтапно. С одной стороны будут их отпускать, с другой стороны будут наполнять для торговли, как это бы цинично не звучало. Вот так он это понимает. Я понимаю, что это не решение. Решение это, конечно, деоккупация. Да. Да. Смотри, Путин говорит, что я не хочу это даже обсуждать, эта тема не подлежит. Святой русский Крым, там все дела, да? Какие аргументы должна положить на стол, и какие, к тому же, и новые аргументы должна положить на стол Украина перед западными партнерами, чтобы какая-то была мощная резолюция, договоренность о следующей встрече, опять же, в Киеве или где-то, я не знаю, да, может быть, в столице какой-то другой европейской страны. Это тоже было бы неплохо. С чем мы должны прийти, что мы на стол должны поставить? Там, круглый стол этих из 30 уважаемых там высокого уровня чиновников. У нас позиция наших партнеров именно пока мирная деоккупация территории и давление, политико-дипломатическое давление на агрессора. И тут основным нашим аргументом и таким посылом и призывом к действию, конкретным шагам, действенным шагам со стороны международных партнеров может быть именно наша, прежде всего, работа как бенефициаров этой территории. И тут, естественно, у нас существенный провал в этом направлении. Провал в чем конкретно? Провал в том, что мы не работаем по тем аспектам, по которым мы можем работать в экономическом плане. Мы все прекрасно видим, что на территории Крыма сейчас начинают вольно уже себя чувствовать экономические такие сегменты европейского плана, которые не позволяли себе находиться на территории, а если находились, очень скрытно. Сейчас они более открыто там
ведут свою деятельность. Мы знаем, что на территории Крыма европейских товаров очень много. Европейские компании представлены под всякими ширмами, но представлены. Мы можем работать в этом направлении. У нас есть специальные службы, которые четко дают информацию в отношении конкретной компании. Эти компании зачастую представлены и на материковой Украины. То есть у нас есть рычаги давления без кого-либо провести работу тут. То есть для американцев нам задействовать тут даже не нужно? Пока просто не нужно никого узнать список, составить список компаний, да? Этот список есть. Их предупредить, вот, или вы закрываетесь, Для этого да, публично предупредить, и через неделю хлопнуть. Да. Все... Они не будут размениваться, они закроют, потому что это потери имиджевые, это потери экономические. Пока все тихо, они там ведут деятельность. Как только это выйдет на поверхность, я уверен, что на поверхность именно со стороны руководства Украины, не со стороны активистов или еще кого-то, а со стороны именно позиция должна быть именно правительства в этом плане. Далее... Это типа Ашана такие компании? Метро, Ашан, там достаточно много. Помимо продуктовой линии, продовольственной линии, есть и непродовольственная линия, и разные компании, в том, доходя до автотранспорта и все остальное. То есть там достаточно широкий сегмент. Дальше по авиации. По авиации у нас вообще очень серьезнейший провал. Если 14-15 год, даже 16 год мы наблюдали, что оккупанты планировали открыть авиакомпании «Матрешка», либо там «Иванушка», такие, да, которые нигде не... Да, они летают, и вот у них были проблемы с лизингом на покупку этих самолетов. Не в лизинг не отдавали. Не давали им лизинг. И у них были реальные проблемы, и там кукурузники фактически обслуживали аэропорт Симферополь, который у нас закрыт по нашим всем нормам, и международным, в том числе небо над Крымом закрыто. А тут с нашей стороны очень серьезный провал в этом направлении, потому что летать начали в Крым все авиакомпании, причем они не чураются, они этими же самолетами обслуживают и европейские страны, в европейские, в Соединенные Штаты летают. То есть с нашей стороны нет должной работы в этом. То есть, в принципе, все эти самолеты можно арестовать? Не все эти самолеты, там очень долгая история. Мы можем для этой темы выделить там передачу. Они же в лизинге тоже, может быть, чьи-то там. Там по лизингу вообще нет работы. Там можно работать по страховым компаниям, можно работать по запасным частям по этим самолетам, они все номерные. По лизинговым компаниям можно работать по самолетам, которые находятся в собственности этих компаний. Скажи, пожалуйста, в чем разница? Вот туда до сих пор же не пришел в Крым ни Сбербанк, ни там Альфа-банк, ни вот эти все крупные банковские структуры туда не пришли, да? Они используют эрзацы всякие. А почему авиакомпании, которые связаны с Западом, а что ж тогда банки не пришли туда? Банки имеют очень серьезные риски. В плане того, что там именно их риски большие, вот этих людей, которые представляют сам режим оккупационный. У них большие риски, там у них финансы. И если там какие-то будут моменты, они того не стоят. А здесь по авиасообщению они нашли формулу определенную и по ней работают. Но мы тоже со своей стороны можем этот режим, эту формулу, то есть им разрушить. Но с нашей стороны реальной работы нет. То есть мы можем до саммита еще успеть ввести какие-то санкции дополнительные, показать, что мы на этом фронте наступаем на фронте. Потому что требовать, допустим, дополнительных санкций за то, что он захватывает заложников Путина. Я пример привожу, за что-то еще там, да. Мы будем требовать у европейцев, они скажут, а вы-то что не ввели? А вот ваша компания тут работает, а они нам, а вы санкции ввели? Нет. И так поговорили, разошлись. Там должны быть какие-то конкретные предложения. Слушай, начать работу в направлении авиации нужно срочно. Вот срочно ее начать. Это можно вчера приезжать министр транспорта Соединенных Штатов. Кстати, да. Боинг, мы сами понимаем, к кому относится. Кстати. Это основной подвижной состав. И все запасные части, которые комплектуются, ты же понимаешь, что самолет не взлетит, если там есть определенные регламентные работы, которые не выполнены. Все эти регламентные работы будут выполняться определенными компаниями, которые в свою очередь комплектующие получают именно от компании Боинг. И они номерные. То есть можно фактически проследить даже самую маленькую деталь самолета, что она вышла и был укомплектован тот летательный аппарат, который незаконно пересекает. А с другой стороны, слушай, сейчас даже для машин номерные все запчасти, не уж для самолетов... Не совсем все. Да. По самолетам именно все. А по автомобилям только те узлы, агрегаты, которые большие. А там все.
То есть есть страховки, есть определенный механизм. Там я сейчас его не хочу весь озвучивать, но есть над чем работать. И тем более этот кейс можно подготовить именно предметно по министру транспорта и ему дать и сказать: смотрите, Класс. это от вас. Отличная идея. Ну, Помогите. Наши должны были это Помогите, сделать. но вы должны подготовить этот кейс. Кто со стороны нас должен готовить? Со стороны Службы безпеки Украины, Министерства инфраструктуры и, естественно, сопровождения МИДа. Ну хорошо, я думаю, что, может быть, и услышат такую идею, может быть, подготовятся, потому что вот были же разговоры про санкции в отношении Фирташа, да, я прочитал в новостях, но обрадовался, подумал здесь сразу, что Ильменит прекратил идти, вот как в пинг-понге, отскакивать от турецкого берега и в Крым, так, знаешь, так, уголком, как в прошлый раз ты рассказывал, что корабли с Ильменитом житомирским, это сырье для Титана, Титан — это стратегические русские самолеты, которые могут бомбить Украину, в них содержится Титан, который произведен в Украине, чтобы вы понимали, да, это Ильменит, это просто вот любой американский министр, даже любой просто дипломат скажет: сори, господа, почему вы вооружаете Россию? В смысле, как вооружаем? Да вот как? Вот завод Фирташа Житомир грузит Ильменит, его везут в Турцию, якобы в Турции его не потребляет, тут же перекладывают на суда, везут в Крым и вот так вот зигзагом границы подвозят. На Армянский Демид турбокомбината, и там вырабатывается титан для российских там истребителей, бомбардировщиков и так далее. Ракет, наверное. Вот. Это, кстати, одно из направлений, которое, опять-таки, не отработано по сей день. Вот и говорят, что ничего не закрылось. Да? Ничего не закрылось, Титан работает. Я более того хочу акцентировать внимание на том, что именно сырье Ильменит Житомирского комбината — это единственное сырье, которое может брать титан. То есть были попытки в 2018 году были попытки импорта самой ильменитовой руды на титан. Завод не предназначен, само оборудование невозможно перенастроить. Это очень колоссальных средств стоит. И оно все настроено под житомирский комбинат. То есть смотри, если санкции против Фирташа наложены, да? Украиной причем, а почему завод-то работает? Это же завод работает, потому что, знаешь, вон там в СМИ есть сообщение, что группа ДФ комментирует именно санкции, что, естественно, они их будут еще с ними будут разбираться, а то, что у них есть контракты, они будут выполнять. Естественно, они в контракты не имеют с временно оккупированной территории, они имеют контракт, прокладку. С фирмы «Рога и копыта», зарегистрированной в Турции, наверное, там как-нибудь. Либо в другой стране, и через Турцию они поставляют. Но каким образом, как решить эту проблему? Я Можно к Турции обратиться? Можно. Но я тебе скажу больше, что в турецкий город Самсун, когда поступает эта ильменитовая руда, тот нефтерудовоз 50, который одно из суден, которое доставляет на Камыш-Бурунский порт, оно декларирует тоже не Камыш-Бурун, оно декларирует Новороссийск. То есть формально турецкой стороне, опять-таки, кому это надо? Это же нам надо. Я понимаю, ну смотри, но эту схему мы сами должны, во-первых, мы должны закрыть этот завод однозначно. Однозначно. Да. Или перенаправить экспорт вот этой руды ильменитовой в другую страну, найти. Кому продавать. Я сейчас скажу, как это можно сделать. Но точно не русской армии. Да. Ну, послушай, тут я не понимаю, почему РНБО так неуклюже пытается закрыть, если оно реально пытается закрыть. Они же объявили санкции. А почему сказано А, но Б не сказано? Я понимаю, что они объявили, но мы же смотрим на результат, правильно? Можно объявить что угодно. Результат такой, что завод работает. И мы понимаем, что он работает на сырье Житомирского комбината. А ты проверял этот факт? Работает завод. Завод работает. Тут каким образом, как нужно поступить правительству, я скажу. Ильменитовая руда должна быть признана Минэкономики стратегическим сырьем как товар двойного назначения. То есть, как в хозяйстве в народном он используется, так и в военной промышленности. Это факт, это не придуманная история. Всем нам известно, что титан в военной промышленности используется. Именно двуокись титана. Продукт уже непосредственной выработки завода «Титан», где ильменитовая руда является сырьем. То есть ильменитовая руда товар двойного назначения. Как он становится официально товаром двойного назначения? Он подлежит контролю до конечного потребителя. То есть тот контрагент, я понял, да. который я понял. прокладка, не прокладка, неважно. Никого не волнует. Никого не волнует. Тут Служба безпеки Украины непосредственно это их обязанность проконтролировать, куда
пошла знаменитая. Слушай, ну вот знаешь, как будто кого-то заставлять. А что сейчас она не может проконтролировать? Вот, ну, может, так, я сейчас говорю о том, системе, как это да. сделать правильно в бюрократическом поле. Я понял. Дальше, извините, уголовные дела, за это ответственность, как руководство завода, я имею в виду Житомирского комбината, так и всех тех, кто участвует в этой цепочке. Но вообще это громчайшее уголовное дело должно быть, да? Потому что... Посадка. Потому что поставлять, вырабатывать на оккупированной территории и поставлять российской армии титан для российской военной промышленности, это что-то нечто, да? Это нечто. Да, Что мы будем говорить на Крымской платформе? Вот если реально, мы все понимаем, что наши партнеры прекрасно владеют этой информацией, и не только этой. Мы же понимаем все. Я думаю, да. И какие у нас должны быть аргументы, чтобы им сказать: вы в ущерб своей экономике, своей граждан, что-то сделайте, пожалуйста, для нас, освободите нам территорию, а мы вот не умеем, мы вот так. Так и не бывает. Хорошо, еще какие у тебя идеи, предложения, замечания? Идеи и предложения. Очень было правильно принятие самой стратегии деоккупации Крыма как документ. А, к сожалению, он носит декларативный характер. Да, вот я задал тот же вопрос. На твоем месте сидел Алексей Арестович, спикер группы контактной, ну и так далее. Вот и человек, который работает с офисом президента на внештатной основе, он сказал, что будет расширена вот та программа маленькая 17 листочков, да, которую нам показали как стратегию. Ну, это было немножко так соромно смотреть на это. Там практически, просто сочинение о намерениях, да, что там будет расширенная программа, которая будет представлена всем заинтересованным лицам. Я вот надеюсь, что будет. Смотри, какая ситуация. 5 месяцев назад, даже больше уже, был принят этот документ, как документ. Естественно, содержание его было сугубо декларативным, что были тезисы собраны. Но без конкретики. Без конкретики. Да. Не то, что конкретики. Дорога в казу, именно по кроковости, по шаговости, ничего не было. Что нужно делать? Чтобы враг не знал. Я понимаю, это нормально, но просто закрытой части там тоже не было, чтобы враг не знал. Должна быть закрытая часть, ее не было. Но в преамбуле была позиция, что, вказивка задание Кабинету министров Украины как органу исполнительной власти в 3-месячный термин подготовить порядок действий. Пока нет еще до сих пор? Нет. Прошло уже больше, по идее, в 2 раза больше. Окей, да, даже если там вот действительно сильно прорабатывать, но это край. То есть это точно до платформы нужно делать. Подожди, но до платформы можно было принять этот документ. Есть профильный министр. В нормальной стране его в отставку нужно отправить, потому что это стратегически важная для страны позиция. Приняли документ, установили сроки 3 месяца. 3 месяца отчитайтесь, где результат. У нас так не бывает. Подожди, мы же собираем людей. Мы же собираем международных партнеров высокого уровня. Нам же не просто нужно их собрать и сказать: Крым, Украина. И то, что у нас там политзаключенные, основная масса крымско-татары, и то, что у нас там репрессии, это все они знают. Ну да. И здесь уже нужно не сказать: год, да. Уважаемые партнеры, мы сделали все, что могли. Помогите Либо нам. У нас и в процессе. Вот мы приняли стратегию, которая не была принята. Да, она не была принята. Мы ее приняли. Мы разработали план действий. Мы уже сделали первые 3. Я образно. Да. Первые 3. Нам нужна в процессе нужна ваша помощь. Конкретно кейс по каждой стране. По каждой стране должен быть кейс, потому что если говорить абстрактно, никто не поднимет руку и не скажет: я это сделаю. Нет. Это как в школе, знаешь, никто не поднимает руку сам. Да, и тут есть международные ценности, европейские ценности, и они, естественно, у наших международных партнеров в приоритете. Но помимо этих ценностей есть экономическая составляющая, которая оттягивает, внимание, может мы не будем делать? Украина, посмотрите, сами сидят, не могут. Слушай, если можно не работать, то можно не работать. Конечно. Да? И они на самом деле не обязаны. И вот приедет я говорю, Словения, Македония, я не знаю, какие еще страны, которые не являются хедлайнерами, да, допустим, Евросоюза, но при этом голосуют за санкции и так далее. Но чтобы их привлечь дополнительным каким-то санкциям, конечно, нужно все это движение с нашей стороны. Живой пример – Северный поток-2. Это экономические интересы ряда стран. Совершенно конкретно. Да. Скорее всего, там 90% германского интереса. Да, я понимаю, но несмотря на это все, на публичность, на все эти позиции, они все равно стремятся к реализации. Но основной аргумент, поверь, у меня ни одно было общение с теми представителями государств, которые у нас находятся на территории, при откровенном таком неофициальном разговоре, первый аргумент
а вы что? Ну, это первый То аргумент. есть они прямо сразу говорят, без... То есть есть торжественная часть Мы некая, можем да. торжественной частью закончить. Обменяться вот этими возмущениями, Принять декларациями, Крым це Украина, призвать Путина, можно, да. осудить можно. Но где результат? От этого нашим гражданам в Крыму не легче. Слушай, Резолюция была смотри, принята. может быть, нашим гражданам и в любом случае там легче не станет до начала деоккупации, да? Но Путину должно стать хуже. Вот в чем идея. Россия должна, то есть это должен быть, раз он так нервничает, тем более Путин по этому поводу, значит, результат мы должны видеть на его лице. Вот чтобы он был недоволен, да? Вот так мы должны работать, Надо, чтобы наверное. ему Крым стал поперек горла. Ну, чтобы все дороже и дороже становится, утяжелять Крым. Вот задача наша. И задача наших партнеров. Чтобы он был настолько неподъемным, чтобы вот это на карте, Россия большая, чтобы на карте вот эта маленькая точка потянула на дно всю Россию, чтобы они его просто бросили. Почему? Потому что, начав военные действия там, когда-то мы это сможем сделать физически, пострадает прежде всего народ Украины, который находится там в заложниках. Если они в мирное время берут заложники и мучают наших людей, что они будут делать потом? Поэтому здесь важно, пока не ушло время, там поколение растет, время против нас работает. Если бы вот этого процесса не было, я бы сейчас сказал, ну давайте подождем, сейчас закончится эта каденция, придут люди, которые от декларатива перейдут к действиям, и все будет хорошо. Нет. Там растет поколение. Уже выросли те дети, которые были в бессознательном возрасте, там 5-3 лет. И заставляют петь гимн России. Они уже давно детского поют сада. его, они знают, они не видели флаг Украины. Понимаешь? Смотри, вот опять будет торжественная часть и будет неторжественная часть, да? Я думаю, что, ну, конечно, я думаю, что во всех частях Зеленский будет участвовать 100%. И ему ехать в Соединенные Штаты, буквально там, ну, это через неделю, да? Вот. Все-таки я надеюсь, что раз такое намерение есть, то встретиться, то он не хочет с пустыми руками приезжать тоже к Байдену, да? Он должен приехать с каким-то, ну, и крымским кейсом тоже, да, и с Донбасским. Вот сегодня РНБО на Донбассе проводит и так далее. Ну, у тебя, наверное, нет информации, да, с чем, собственно, он поедет конкретно Зеленский к Байдену и конкретно о чем он будет просить публично или не публично тех людей, которые прибудут от западных стран на этот форум. Форум, который будет здесь, Крымская платформа. Да, я, честно говоря, вот из тех действий, которые вот у меня есть мониторинг процессов, я не вижу практических пока действий в направлении Крыма. Я их не вижу. Ну как, подожди. Вот принятие закона о коренных народах. Кроме, да. Тут, это такая бомба, которая залетела прям. Я сейчас не нормативную. Я не нормативную сейчас говорю часть. Нормативная часть я уже сказал. Прежде всего, это закон про коренные народы. Тут, безусловно, это удар. И на международном уровне все мы прекрасно понимаем, что коренной народ Украины, который имеет право в соответствии с нормами международными на самоопределение, который вызначился четко, что Крым это Украина и тут не подлежит обсуждению, это, естественно, подрывает их очень серьезно. И то, что этот народ, который фактически сам себя защитить на территории своей родины не может, и тут международная общественность имеет уже право, международные организации принимать меры по защите этого народа на своей территории, на территории их родины. Тут, естественно, очень серьезный удар, нормативный, серьезный посыл по стратегии деоккупации, реинтеграции Крыма. Но сказали, назвали, содержания нет. Я за это говорю, содержание нужно подготовить и начать реализовывать до Крымской платформы, чтобы можно было призвать о помощи не просто так общее, знаете, помогите вернуть Крым, а конкретно покейсово. И мы бы увидели с тобой конкретные шаги, мы бы это почувствовали. У нас точно есть информация по направлениям, она есть. По самолетам нужно готовиться срочно, приезжает министр транспорта, ему в глаза можно сказать это. Кстати, да. Это он серьезно. с удовольствием это выслушает, потому что он выслушает, он может там сделать определенные вещи, которые просто-напросто прекратят полеты на территории Крыма. Прекратят они это. То есть, в принципе, Соединенные Штаты даже без всяких других стран способны сделать так, чтобы лететь невозможно. Способны даже подготовить надо.
это нужно подготовить. Это не просто нужно возбудить уголовные дела за незаконные полеты в Крым и фейково, знаешь, что там 3 месяца процессуально проходят сроки по административному привлечению этих компаний, которые незаконно залетели в Крым. Они это поняли, что 3 месяца проходит, сгорает этот штраф, который никому не нужен. Там нормативно необходимо принять, мы тогда еще подавали предложение, необходимо продлить эти сроки до момента деоккупации, чтобы каждая компания знала, что каждый полет в Крым фиксируется, и там ничего не 100 тысяч гривен за каждый прилет тебе. И потом заберут всю компанию, еще должны быть. Почему, подожди, а почему сгорает? Почему штраф-то? Допустим, если я нарушу правила на автомобиле, мой штраф что-то не сгорает, а увеличивается только. Если не примут меры, не будет реализация самого процесса по тебе, вот не будет решения суда, что ты привлечен, все, потом уже не сгорает. Но у нас же нету самого, мы не можем процессуальное действие закончить. У нас нет того, кто нарушил. Подожди, давай сейчас тихо, чтобы телезрители не слышали. То есть можно штрафы просто не платить, что ли? Нет, не платить не получится. Ну а как? Потому что тебе, когда его присудят за нарушение административное, допустим, ПДР, то есть ты уже будешь должен. Государство. Но через суд обязательно. Все это сделают. А здесь мы не можем процесс завести до конца. У нас же не прилетает эта компания. Если бы она у нас к нам прилетела, мы бы смогли реализовать. А так мы не можем. 3 месяца проходит, и нам уже все. Но мы можем попросить западных партнеров, в чьих аэропортах садятся эти самолеты. А там, я же говорю, там целая формула. Мы по лизинговым ничего сделать не можем, потому что это основной подвижной состав, 97% по авиации, это лизинговые транспортные средства. То есть это не Аэрофлот и не Уральские авиалинии собственник. Это лизинговая компания американская. Ну вот на американскую компанию точно может повлиять правительство Соединенных Штатов. 100%. Да? А что может сделать Евросоюз? О чем мы можем просить Европейский Союз? О каком содействии? Европейский Союз по экономическому направлению. Продовольственная и непродовольственная группа. Зажать до предела и именно нахождение этих компаний там, даже завуалированное или схемное какое-то, нужно прекратить. Должно стать токсичным, дорогим и невозможным. Токсичным и очень опасным. Они не должны уходить от этого направления со словами «мы не влияем на субъектов хозяйствования, у нас тут в законодательстве этого нет, мы не можем, это там частный визит и тому подобное». Вот этих вещей нужно отойти и нашим европейским партнерам. Тут нужно ужесточить. Почему? Потому что если мы на этом этапе не остановим агрессора, он пойдет дальше. У нас практика показывает, Грузия, Крым. Они как вода сквозь пальцы. Значит, потихоньку все размывают. Вот так в Грузии, да, уже больше прошло времени вдвое, да, чем с нашей войны, да. Так там потихонечку они земельку там еще прихапывают, да, и потихоньку русские начали туда ездить уже. То есть санкции ослабевают сами по себе, если их не усиливать или не встряхивать, но если их не усиливать, да, не делать более системными. Если будет такая система, которую невозможно будет не соблюдать, это одно. А когда тебе на бумаге написано, ну ты можешь туда летать, попробовал, ничего. Построил Ашан, ничего. Ничего, деньги идут. Деньги идут, более того, там же вакуум создается, там конкуренции такой большой нет. И, допустим, рискованное нахождение какой-то компании на территории Крыма приносит сверхприбыль. Естественно, какие-то есть юридические лазейки, которыми они воспользовались, и в том числе, у нас есть национальные компании, которые там есть, используя схемы, находятся там. С одной стороны, они тут еще помогают армии нашей, а с другой стороны, у них есть какая-то там небольшая относительно их империи, небольшая такая шкатулка, которая там работает. Как это мило, да? Да. Одной рукой я, значит, оккупантов кормлю и зарабатываю на них, а другой рукой армию. Ну, представь себе, сейчас у нас встает министр экономики и говорит, допустим, по поводу какой-то европейской компании, представителю высокого уровня, который прилетел на Крымский саммит, и говорит, ваша там компания работает в Крыму. Ну, это будет для него как бы не совсем удобно, я имею в виду для того нашего международного партнера. Он же может сказать, послушайте, а вот у меня есть перечень ваших компаний национальных, которые там работают, тоже так же по таким же схемам. Вы что сделали? Ну, вполне логично. Я думаю, тут министр экономики просто сядет на место и больше не будет вставать. Я думаю, что без этого не обойдется, потому что никто ничего делать не будет, если мы не увяжем свои санкции с европейскими, так как речь все-таки... Не синхронизируем все. Вот, синхронизация. Почему? Потому что мы же понимаем, что сейчас выбран мирный путь деоккупации. Но на этом мирном пути надо сделать все. Абсолютно все. Да. Забетонировать все вот эти санкции так, да, пока новых санкций нет. Но чтобы новые были, надо старые систематизировать все-таки, которые есть. Они реализовать. Де-факто, на сколько процентов, кстати, действуют санкции? Вот так, если ты определил, вот все эти международные украинские санкции против Крыма. Я это оцениваю, что потенциал у нас есть 80% еще. Ну, то есть потенциал есть. Мы на 20, я думаю, не работаем. Вот если в совокупности взять все, что мы можем сделать
в нашей стране, нашими силами. И там, где мы можем реально выйти на диалог с нашими партнерами и предметно, кейсово разговаривать по направлениям, и при реализации всего этого процесса мы очень сильно ударим. Очень сильно Крым станет для русских тяжелым. Знаешь, но самая большая санкция, которая была, и участником которой ты непосредственно был, вместе с Ильнуром Ислямовым, с Мустафой Джемилевым, Рифатом Чубаровым, крымскими татарами и украинскими патриотами, 15-й год, март, 20 сентября, и блокада, которая закончилась тем, что электричество перестали, полгода не прошло. Да? Это сильнейший удар. Слушай, там же мы видели по 800 фур, по 600 фур заезжало в день в Крым. Который через 3 пункта. Да, через 3 пункта. И это просто был такой, как сказать, контрабандный хаб. Потому что тогда еще моста не было. А сейчас они бы вообще по мосту ездили. Вот что бы, ты думаешь, что бы было вообще с Родиной и с нами, если бы не было той блокады? Я думаю, что в Крыму была такая бы обстановка, которая, знаешь, устраивала бы всех, потому что она экономически была бы для России самой выгодная, успешная, потому что они реализовывали. И воду бы не отключили бы, допустим. И воду бы не отключили, но все прекрасно. Воду, правда, до этого отключили, да. Но все, кроме воды не было никаких санкций. Вот они потратили деньги на подачу электроэнергии в Крым, очень серьезные деньги. Это ощутил каждый россиянин на себе. А доллар взлетел. Экономическая ситуация на дно. У них процесс идет полной экономической деградации. Если мы в этот процесс, знаешь, будем добавлять дрова, чтобы оно больше горело, оно быстрее сгорит. И если мы будем давать им время очухаться от этого всего, они будут к этому привыкать, сам народ будет привыкать. Да. И то, что они ели хлеб с маслом, то, что они сейчас едят хлеб, завтра они будут крошки подбирать. А Россия очень умело, она будет на водку держать минимальные цены, все остальное будет подниматься. Главное, чтобы они не выходили из состояния пьяного сами россияне. Это же тактика у него проработанная. В принципе, да. Но я просто, знаешь, вдумался, что по сравнению с тем, что вот сейчас обсуждается, даже вот эти санкции, они в сумме, стоимость их, наверное, меньше, чем блокада Крыма нанесла ущерб. Я не знаю, трудно, ты не считал ущерб от блокады Крыма для оккупантов? Я так, знаешь, я без цифр скажу тебе, но я до сих пор считаю, что блокада Крыма это был самый сильный удар по оккупационному режиму. Ну и по сути, что значит было? Оно продолжается. Конечно, блокада я имею в виду из того, что какие удары были, то, что блокада Крыма, это был самый сильный удар для них. И мы еще можем сделать определенные вещи, которые их собьют с ног. Ну, потому что все-таки что-то пошло все равно в обход блокады. Вот там через Харьков возят. Конечно, они находят формулу. Вот ты же помнишь, через станцию Вадим отдельная ветка железной дороги заходила иллюминит. Забетонировали эту ветку. Не стало идти иллюминит. Они же нашли через море по сей день. Да. По сей день. Да, это удорожание. Да, это неудобно. Да, это сложно стало. Но они завод не остановили, понимаешь? Да, это дороже стало. Существенно дороже для них. Но мы же можем дальше останавливать. Этот процесс нельзя остановить. Нужно дойти до того, чтобы этот завод остановился. А там принцип домена и печей. Да, понятно. Если он остановится... Это все каюк. Это просто металлолом. Да, а нам, кстати, на территории Крыма такой завод не нужен. Даже впоследствии. Нам не надо портить там окружающую среду. Да, от него я не знаю. Там, помнишь, когда они делали вид, что на самом деле выбросы были же. И действительно люди кашляли, ходили. Да, я знаю, что там было. Я непосредственно выезжал прямо на кислоты накопычивать. Ну что, содержательно поговорили. Я думаю, что конструктивно, потому что мы действительно ждем от Крымской платформы чего-то конкретного. Я не хочу, чтобы это было просто декларацией. Вот, допустим, чтобы был документ, наверное, много документов можно каких-то подписать, и двусторонних, и разных, хотя это вроде как типа круглый стол, но, извините, круглый стол с премьер-министрами, с президентами, это все равно не круглый стол, это все равно, оно обязывает к действию, да. Эти санкции, просто сетку санкций, сделать матрицу санкций общей такой, вот из этих отрывочных кусков, через которые пролезают всякие люди, наши и иностранные. Мы должны это сделать. Спасибо, что пришел. Спасибо, что рассказал, за то, что анализируешь, следишь. И если увидишь позитив или негатив в ходе платформ, после платформ, ты как эксперт имеешь полное право, и как патриот полное право его высказывать. Спасибо, что пришел. Спасибо, что смотрели. Несмотря на временные технические трудности, мы так немножко тут на черном фоне сидим. Но это не то, что у нас плохое настроение, а просто мониторы не завелись. Я надеюсь, что, может быть, они заведут
ведутся в процессе, вы, пожалуйста, не уходите, потому что через 5 минут и ваш покорный слуга снова вернется в эту студию, и у нас будет разговор с Андресом Умландом. Это очень умный человек, который разбирается в европейской политике и в украинской политике. Так что не переключайтесь, заварите себе чай или кофе, вот, и возвращайтесь к телеэкрану.